Гош Сауд Фашиват. Сегодня вербное воскресенье. Хотел вас поздравить с этим праздником. Хусаун Хошканагуат. Помогайте друг другу. Сейчас такое непростое время. На Каразиан Хошканутавы. Бог все видит, каждое наше действие, каждый добрый шаг друг к другу. Даже просто иногда слово доброе такое, слово поддержки, сочувствия очень много для человека может значить. Христос сам нам говорит в Писании о том, что то, что вы сделаете для человека, то сделайте мне. И вот таким чудесным образом подтвердил свои же слова Господь в моей жизни через одну такую чудесную историю. Вот в честь этого праздника хотел с вами, друзья, поделиться. И в прошлом или позапрошлом году как-то я шел из храма здесь, в Москве, на Китай-городе, наш храм Остинский. И было очень холодно, то ли февраль, то ли январь был месяц. И было очень холодно. А я шел после службы, праздничной, по-моему, да, в таком приподнятом расположении духа. И спустился в метро. И смотрю, там сидит мужчина, вот такой бродяжнический образ жизни, который ведет. И было очень холодно, он без шапки. И я что-то по карманам пролазил, а у меня уже не осталось ничего, чем бы ему помочь, поддержать его. Вот. И я смотрю, он без шапки, а у меня шапка была. Думаю, у меня еще шапка есть дома. Дай ему подарю. Да, как-то жалко его стало. Думаю, пусть ему хотя бы тепло будет. Я подошел, я говорю, брат, ты извини, я говорю, хотел поддержать тебя, но ничего с собой у меня нет. Я говорю, я шапку снял и дал ему, без задней мысли. Я говорю, ну хоть шапка пусть тебя греет. И он сперва отнекивался, ну потом взял. Да, слава Богу. И вот в подтверждении вот этих слов Христа произошло следующее событие. Слов Христа о том, что то, что вы человеку сделаете, накормите ли человека или водой, хотя бы чашку воды подадите, то вы сделали мне, говорит Христос. И вот через какое-то время я бегу утром на службу и вот опаздываю прям впритык. Я бежал, выбегаю, выхожу из стеклянных дверей в метро и бегу. И смотрю, а прошло, может быть, полгода. Да, где-то полгода, может быть, прошло времени. И смотрю, сидит этот же человек и в моей шапке. Если бы не моя шапка, я бы, наверное, не узнал его. Ну, один раз в жизни видел человека. В Москве миллионы людей. И я шапку свою бывшую узнал. Моя автобакашка, смотрю этого, но он сидит как-то еще так задумчиво на земле. Как-то так тихо, спокойно сидит, в таком миротворении, куда-то в никуда смотрит задумчиво. И шапка моя на нем. Я так посмотрел на него, думаю, ну, помогите Бог, тебе Бог, да. А сам бегу, уже опаздываю, мне впритык. Бегу по этому коридору длинному, поднялся и дальше бегу. И смотрю, уже метров, наверное, 200 пробежал. И смотрю, впереди там угол, перекресток светофора. И оттуда навстречу мне идет тот же самый вот этот человек, которого я вот пару минут назад сзади видел, который остался внизу. И я так не понял. Думаю, как это, как он. И он еще, главное, с какой-то тележкой. Сдархарда-бурда, талаш, яража. И я не понял, как он тут оказался. Он же внизу вроде был, у входа в метро. И как он так быстро мог оказаться впереди, еще с какой-то тележкой. И правда, вид у него уже был какой-то хмурый, какой-то вот такой измученный, недовольный. Вот, ну, и на нем моя шапка эта же, ну, бывшая шапка. И я еще бегу и думаю, он, ну, не могло же мне показаться. И опять-таки вот эта самая шапка. И у меня, кстати, даже времени не было, чтобы остановиться с ним, поговорить. Вот так вот все рассчитано было прям до минуты. И я потом еще целый день шел и думал, надо же, как Господь вот так показал, что Он малейшее вот с нашей стороны доброе какое-то даяние человеку, Он принимает как для себя.
И вот таким образом он показал мне, что я верю, что Господь сделал так, что я увидел этого же человека как бы и внизу, и дальше уже. Так что знайте и будьте уверены, что каждый добрый шаг, который вы сделаете к Богу и к человеку, не останется незамеченным. Хосава Осадаруне. Да. Будьте добрее, будьте друг к другу внимательнее, пожалуйста, в это наше непростое время. Бог всех нас любит и нас к этому же призывает. Хасалан хошканагуд, менен и жут.